Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, всем привет, дорогие подписчики и телезрители. Вы на канале Клевая Рыбалка. И сегодня я иду в городе Якутске на рыбный рынок. И прошлое мое видео было с рыбного рынка, получается, с наружной стороны рынка. Теперь будет видео уже с внутренней стороны рынка, и там будет отделы копчения и вяления. Когда-то у меня было подобное видео, это тоже есть на канале. Сейчас, значит, будет повторный ролик для тех, кто не видел наши рыбные ряды отдела копчения. Ну и можете посмотреть тот старый ролик, сделать небольшой сравнительный анализ цен, насколько выросли цены в период с того года по сравнению с этим годом, например. Это где-то 2 года тому назад я ездил. Иду я тем же самым маршрутом. К тому же сегодня у нас очень тепло, пройдусь пешком, на автобусе уже не буду ездить. Сразу скажу, что я заскакиваю по дороге к Славе, магазин Самура, тащу ножи, ледобура и заточим ножи, наверное. Ну и поговорим просто со Славой, давно не виделись. Итак, поехали. Итак, дорогие друзья, вот дошел до торгового центра Палладиум, где Слава работает. Ну, в прошлый раз я передвигался на автобусе, но сейчас я решил пройтись пешком. Прошел тут, наверное, километров 5, может, пешочком по улице Лермонтова, мимо рынка и через одно здание, получается, через парк и через ледовый каток. Получается, стоит здание Палладиум, где Слава работает. Сейчас зайдем и посмотрим, что он там делает. Вот оттуда я, получается, пришел. В Якутске очень много новых построек. Очень оживленно. Ну давайте пойдемте. Вот так сделана изоляция. Это вот входная дверь. Потом вот это в Якутии вот так делают. Небольшое такое фойе делают. Получается вторая дверь. Чтобы тепло здесь более-менее, как бы холод оставался в том помещении. Потом идет вот такой вот фойе. То есть тут уже стоит нагревательный прибор, который дует. Ну и основная входная дверь уже в торговый центр. Но это практически во всех торговых центрах вот так вот. Так, короче, вот пришел. Вон он сидит там за компьютером. Видите, он. Лысина его виднеется. Посмотрим, какие у него новости. Здорово. Привет. Здорово. Ну вот, приехал к Славе. Здесь он работает. Привез ему ножички. Вот они. Смотри, фонаровские. На фонар перешел. Такие ножи точишь, нет? Только для тебя. Исключение. А так вообще обращаются, нет, за точками ножей? Да. Ну, катанара, как бы с ними волокиты много, абразива много уходит. А себестоимость, ну, цена их маленькая просто само по себе. Поэтому проще новые купить. Вот оно что, да? Значит, вот рекомендация, значит, такая вот. Говорит, уходит много времени и много абразива, говорит. То есть будет дороже их заточить, чем купить новые, получается, да? Да. Вот так вот. Это вот специалист, слова специалиста.
Если у вас есть ножи от ледобуров, либо простые кухонные ножи, либо какие-то ножи, которые вы хотите заточить, вы можете, конечно, вот обратиться сюда, вот куда я постоянно прихожу, в магазин Самура. Вот, Слава здесь вот работает, сегодня суббота, он тоже работает. Молодец. А у тебя что, какое-нибудь поступление есть новое, что-нибудь, ножи там? Кухонные. Чем можешь удивить? Кухонные ножи? Кухонные. Вот посмотри. Интересные. Вот. Так, здесь у него находится вот новое поступление Ножи, интересных ножей. Да, это, кстати, заточка. Доработка. Доработанные ножи, вот они стоят. которые песка не боятся. Песка не боятся и долго держат свою заточку, получается, да? Да. Ну вот, друзья, можете прийти, посмотреть. Человек, который разработал их, он делает пропилы под специальным углом на специальных станках, а потом еще закаляет их. Потому что, говорит, вот эти вот почти не закаленные идут они. А, вот Из-за он. этого они быстро садятся. Ясно. Да, да, я заметил, ага. Кстати, вот этот один твой нож, который ты мне подарил на Нера до этого, он до сих пор острый. С прошлого года я уже много пробурил. Кстати, вот я вам сейчас покажу какой. Вот этот вот был, на 180 вот этот вот был. До сих пор держит заточку, как в прошлом году поставил, вот так и не их еще не менял. Вот. Так что вот так вот, друзья. Смотрите. Ну сейчас мне Слава наточит мои ножи по блату. Это вот ребята мне отправляли на ледобур. И у них еще новый ледобур есть экспериментальный, поэтому. Полезные вещи, как говорится, рассказываем. Что у нас есть в Якутске. Ну, для рыбаков республики, кто не знает, где что есть. Поэтому вот это, я думаю, это очень полезная информация. Да, Благотворительностью тоже занимается. Вот, установил у себя здесь сбор, помощь. И что, кому интересно, можете перечислять ваши средства. Так, ну что там, заточка? Ну все сделал. Все, о, ништяк. Уровень. У тебя состояние более-менее нормальное. А так в основном приносят такие после камней, где там уже сколы большие, поэтому даже не берусь такие точить. Угу, ясно. Это очень долго. Так, ну вот по новоделам у тебя вот, ты говоришь, по доработанным, да, у тебя что-то есть мне. Да. Ну-ка. А вот это вот теперь для тебя подарок. О, благодарствую. Это получается Танаровский на 150 доработанный. Вот посмотрите. Очень хорошо доработано вообще. Вот. И к ним еще идут проставки для изменения угла атаки. Вот они. Это тоже сразу идет вместе с ножами, да? Да, с комплектом. Если сильно туго идут, подлаживают сзади, чтобы изменить угол атаки. Так, ну-ка подожди, объясни еще раз, как Ну, подлаживать. между буром и ножом шерса. Между буром и ножом подкладываем. Меняет угол атаки. Если спереди поставить, то наоборот будет врезаться лучше. Лучше, да? Да. Ну, труднее бурить будет. Тут Ну уже понятно. как. Да. У кого силы больше, тот проставляет вперед, получается, у кого. И 180-е. Это уже Ну, на трофейных. Слушай, вообще очень интересно. Они вот прям так и идут, да? Да. Как Как бы- идут с завода комплект, так он переделывает их. А, так вот. кстати, по-моему, там вот так и было, действительно. Да, да, 4 да, да. штуки их идут на тонар. А на Неро уже один цельный идет. Да, 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 там так и было, Такие же действительно. вот маленькие проставки идут к нему. Вот, друзья, смотрите, рыболовы, уважаемые. Да. Такие Кто? можно и под обычные тонары ставить. Потому что многие приходят, покупают новые ножи с магазина, ставят и лунку пробурить не могут. У них или бур скользит, или наоборот впивается то, что бурить невозможно. Это уже ножи такие идут. Ясно. Ну все, спасибо тебе, Слава. Будем теперь твои ножи тестить с ледобуром. Новые.
То есть эти заводские, конечно, хорошо, они пускай будут на всякий случай. Потому что случаи бывают всякие на рыбалке. Но вот эти ножи, думаю, будут у меня пользоваться успехом. И Ну у вот. меня, и у мужиков. Такие приносили, год назад брали, когда они только у нас появились. Говорят, больше 200 лунок пробурили на фарватере таким. То есть даже на грязных этом Да. льду. Главное в камень не попасть. Посмотрите, вот очень острый. Вот я их подправил недавно, такие же. Он дальше будет и довольный. И проставочки к нему идут вот такие. Ну вот такая вот сегодня в гостях был у Славы. Пожелаем ему удачи, также процветания ему, это коммерческого. И всем оставаться на канале, смотреть дальше. Сейчас мы идем на рынок снимать отдел копчения. Попрощаемся со Славой. Итак, побывал в гостях у Славы. Кстати, парень молодец. Узнал у него очень много чего нового для себя подчеркнул. Ну и сразу спешу с вами поделиться. Во-первых, сейчас вот рассматриваю уже шуруповерт, чтобы и адаптер к шуруповерту, чтобы ледобуром уже вручную не бурить, а попробовать, как вот многие при помощи шуруповерта сделать ледобур оснастить. Ну и он меня сразу предупредил, то что для этого нужен адаптер, то есть не именно вот то есть не адаптер, который продается в магазинах под шуруповерт, а редуктор. Именно вот ледобур-то с левым вращением, поэтому нужен именно вот редуктор, который переводит правое вращение в левое. То есть простые обычные шуруповерты, они горят, оказывается. То есть получается все время усилие на выкручивание, а выкручивание не предназначено для такой нагрузки. Вот что он мне поведал, поэтому это ведаю вам. Если кто знает, где в интернете можно купить вот такой вот редуктор, переходник на тонар, то напишите, пожалуйста, в комментарии или свяжитесь со мной по моей электронной почте, вот, которую я даю в описании к этому видео. Ну вот, сейчас вот до рынка осталось буквально 200-300 метров. Сейчас я дойду до него и начнем уже внутренне смотреть отделы копчения. Очень необычное явление для Якутии. В последние года появились голуби. Раньше никогда не было голубей. Но сейчас они вот появились, пережили 50-градусные морозы даже. Посмотрите. Сидят прямо вот так вот возле торгового комплекса. И никого не боятся. Голуби откуда-то появились. Наверное, жирный. Шучу. Так, ну вот, пришел на рынок, получается. В прошлый раз я дошел донизу. Вон до туда я дошел, там развернулся и ушел. Сейчас вот зайдем вовнутрь. А? А? Ланда. Улытрады. Бардын пока коротко. Встретил мужика. Да, да. Очень удивился, говорит, очень рад, что меня встретил. Вот на крыльце встретил вот мужчину, он со мной сейчас пойдет
Рядом будем обзор цен делать. Погнали. Друзья, в общественных местах можно встретить много интересных людей. Как вот сейчас в данный момент произошло. Мужчина, видимо, ждал, что я приду сюда, не сюда, чтобы показаться в камеру. Ну, покажем его, что. Так, поднялся на второй этаж. Вот. А здесь уже все позакрывали. Некоторые не работают, к сожалению, суббота. Ну, вот так вот начинается. Вот он. Сегодня я с другой камерой хорошей. Надеюсь, еще будет поближе будем снимать цены. И рыбу, соответственно, тоже вот в первый ряд сразу. Давайте подойдем, посмотрим. Вот чир холодного копчения, посмотрите. Брюшки отрезаны, немножко вот надрезаны. Ну, тиша, да? Тиша отдельно продается. Вот. 950 стоит тиша килограмм. Вот. А сам чир стоит 1200. Спинка. Вот. Чир 1100 и омуль 950. Вот. Посмотрите, вот так вот выглядит все это. Вся эта красота. Здесь уже чир идет соленый. Вот. И тут у нее сразу тиша вот рядом лежит. Очень жирная, вот посмотрите, толстая и жирная. Это царская рыба здесь лежит, закопченая. Длина почти метр был при жизни. По-моему, ряпушка лежит, что ли? Вяленая, да? Угу. Ряпушка вяленая есть. Юкола. Юкола из северной рыбы из какой-то. А юкола из чего? Юкола из чего? Чир. Чировая юкола. Вот. А сколько стоит юкола? 400 рублей одна штука. Вот эти по 200 рублей. Ага, вот та, значит, 200 рублей чировая. И вот чировая тоже 400 рублей. Вот одна вот эта связочка получается. Омуль горячего копчения вот лежит. 850 рублей 1 килограмм. Ну вот, такой вот первый сразу ларечек. И тут идут вот, получается, вот ряды. Так, сюда проходишь и туда идешь, там ряды. И здесь у нас тоже рыбные ряды. Давайте. Ну здесь вот всякие, давайте, чтобы вы могли примерное представление знать. Вот с вашими ценами сравнить. Орех, фисташки, фисташки, миндаль, кешью, орех и семечки. Тигровый орех сколько здесь стоит? Вот халва, срога, финики. Ну вот такие вот цены примерные, да? А здесь чего? Так, чеша, ряпушка малосольная, сель баночная есть, икра. Так, это у нас чеша чья непонятно. Чирбалык 950. Икра. Если вы хотите знать цены на свежую рыбу, то посмотрите ролик, соответственно, на свежую есть тоже города Якутска рынок и с обзорами цен. Это уже вот копченые и получается соленые. Икра лососевая стоит столько. И здесь свежемороженые тоже есть. Вот. Посмотрите. Вот лежат. В холодильнике в таком. Семга вот сколько стоит.
Каждый есть селедка есть вот такой. Марки только что сказал, на салат будет. Кола. Рябушка вяленая. Есть международные сыры. Вот так вот выглядит вяленая рябушка. Вот они. И юкола. Одна штука вот. 250, а там было, по-моему, по 200 и по 400. Чертиша. А пойдемте в другой отдел. Рыбный. Столько рыбы копченой. Ну, цены, я скажу, конечно, не очень демократичные, наверное. Не по моему карману, это точно. Балыки. Холодное копчение. 150 рублей. Чебак вот вяленый, посмотрите, 1 килограмм 750. Вот. Вот сколько мы вчера чебачка сколько поймали, вот можно навялить и будет это все стоить 750. Рябушка вяленая 499. И заявку ждала вас. Причем рябушка стоит дешевле, чем вяленый чебак. Щука, кусок холодного копчения. Омуль-киша холодного копчения. Юкола щучья вяленая 145. Чиртиша холодного копчения. Какие. Жир аж блестит, вот, посмотрите. Жир аж блестит. И здесь тоже вот, здесь все жир. Вся рыба жирная, короче. Пинки. Здесь у нас уже лежит вот селедочка среднего посола, потом чиртиша слабо соленая, вот прям с укропчиком так, с петрушечкой. Рябушку вон как сделали, вот, зафаршировали, запаковали вот в герметичный пакет. Кстати, вот у меня тоже есть такой вакууматор, не знаю, если так вот закоптить и завакуумировать, до Казахстана дойдет, не дойдет. Он там он купил, знаете, я есть не могу. Чир-филе холодного копчения, по-моему. Вот такая вот филейка вот лежит. А там у нас чир-филе свежесоленая вот лежит вон там. Прямо вот приправу все вместе с приправами прям завакуумировали. Ну, фабричные уже. Фабрика какая-то производит. Якутский рыбзавод, оказывается. Вот это вот продукция якутского рыбзавода. Вот. Молодцы какие, делают. Что-то делают хоть из рыбы. Вот, белая рыба. Примада Агроснаб написано. Такие вот. Так, давайте еще походим по рядам. Может, сейчас посмотрим, найдем что интересного. Покажу вам. Например, вот брюшки есть, семги. Вот посмотрите, вот так вырезают, нарезку делают. И отдельно вот брюшки продают вот по 950 рублей за килограмм. Вот. Так вот нарезку делают. Тонговые. О, смотрите, вот Нельма я еще не видел. Вот так вот, толстая такая вот. Ну, здесь что-то отражается от стекла. Сейчас я попробую по другим углам.
Немножко отражает, конечно, вот от лампы. То, что я хочу передать, она не передает. Ну, малосольная вот лежит нельмочка, вот малосольненькая вот эта вот лежит. Здесь у нас малечки. Интересная вот белая икра лежит. А что хоть чир, да? Чировая икра. Хагайбо? 5 мегах. 200 грамм 400 рублей, говорят. Чировая икра вот белая. А то был ранг барта чир, да, вы? Барта чир, да? Сукурдахская, да? Юка вот чира из Сукурдаха. И ряпушка Ущьяна есть. Вот, это горячее копчение ряпушки. Ну, здесь очень плохо это освещение мигает, поэтому не передает все. Нельма 2200 килограмм холодного копчения. Ну, кусок лежит такой приличный, где-то килограмм будет, наверное. Вот тоже килограмм. И здесь сколько примерно по весу вот кусочек? Но? Ну вот где-то килограмм говорят, ага, вот тоже. Вот вес. Разные есть, поменьше, побольше. Это у вас нельма тоже, да? Да, нельма. Таймень? Таймень он там. Есть. Вот таймень лежит, посмотрите. О, какой таймень. Нельмочка разные, Хорош. кусочки есть поменьше, есть побольше. Ясно. Вот, посмотрите. Можете попробовать. Не, спасибо. Это как бы, да, я блогер, ага. Мне нельзя. Мне только можно снимать. Так, дальше идем. Себе-то на ужин что-нибудь возьмите. А вот это что? Это икра сиговая. Сиговая? Это муксун, это чир. Муксун и чир, да? Ну вот сколько стоит вот это Полкилограмма 1000 рублей. полкилограмма 1000 рублей, да? 1000 вот это. Здесь примерно сколько в этой баночке? Килограмма. Где-то полкилограмма, говорят. Так. Вон тогунок оленёкский, да? Вот, смотрите, оленёкский тогунок уже отсортированный и помещен в баночку. То есть уже сортировали его по размерам, чтобы он ровный был. У них очень крупные тогунки в оленьке. Вот, аппетитно как смотрится. Вот зимой очень хорошо бывает поесть свежего тогуночка. Тогунок сколько стоит это? Там все написано, полкилограмма 750. Нет, имеется в виду вот эта баночка сколько будет примерно? Там вот эта баночка полкилограмма, да? Вот эта баночка стоит 750. Может быть, ее возьмем на обратном пути. У вас в Инстаграме блог, да? Нет, в Ютубе. А? В Ютубе. Дальше идем. Так. Колыма, юкола. 300 рублей. Это из чего? Из чира явно. Да? Чировая. Там чир вяленый тоже. Так, ну, в принципе, все одно и то же. О, вот она, вот. Интересная. Интересно вот это вот увидел. Это нельма тиша. Холодного копчения стоит 2200. Как и филе, в принципе. Он лежит, смотрите, А с утра вот закоптили тоже так холодненького копчения. Ну, горяченького копчения. Вот осетрика. Закоптили так. Здесь тоже вот, посмотрите, он просто вот кусок сала такой вот лежит, жирнючий. Один такой здоровый шмат рыбьего жира кусок. Представьте себе вот. Вот. А самому есть захотелось. Дальше идем. Нельма куски. Балык. Нельма.
таймень, форель есть, форель обнаружил. Килограмм 200. Чир, спинка, чир, тиша, нельма, тиша, подлетка. Нельма, подлетка, свежесоленая, 220. Нельма, подлетка, 2300. Нельма, филе, тиша, 1500. Это осенняя, это подлетка. Поэтому такие цены. Вот это, оказывается, осенняя вот цена. А вот это подледочка. Это самолетом привезли дорого, а это теплоходом. Тут то, Последним по осени. ну ясно, вот. Из-за этого вот такие цены. Так, что еще интересного есть? Муксун, омуль, чир. Ну, муксуна еще не видел, не встречал. Вот муксуна, давайте посмотрим. Показать вам? Нет, я вот стою, смотрю, ага, в данный момент. Муксун подлетка за килограмм 950. Вот. Холодного копчения, да? Ага. Красота. Не отличаются. Да, чир с муксуном отличается головой. Отличается, да, голова другая. Ну, Чешуя другая, голова другая. спасибо. Чир пластами малосоленый. Так, здесь опять камера плохо фокусируется. Из-за того, что освещение у нас такое. Так, вот есть такие в банках нельма посолено. И затарено. Нельма балык, нельма филе, чир, тиша. Ну, в принципе, уже цены везде одинаковые начинаются. И рыбу почти одно и то же одинаковое начинается. Здесь осетр. Есть по 2000, вот оно. Тут уже рыбные, мясные ряды начинаются, мясные ряды. Вот. Там тоже вот всякая копченка идет. Ну, давайте дойдем до конца. Здесь у нас муксун, омуль, юкола, семга, чек. Ну, освещение вот играет из-за этого. Так, балык, юкола, нельма, рябушка, юкола, чик. Даже тут. Ну, дорогие друзья, вот такой вот отдел копчения на рынке на нашем. К сожалению, хотелось бы, конечно, показать больше, но времени нету. Сейчас нужно ехать монтировать ролики. Пока я нахожусь в городе, выкладывать в интернет, потому что здесь быстрый интернет, а роликов нужно много выложить, поэтому всем приятного просмотра. Подписываемся, делимся с друзьями, ставим ваши лайки. Всем хорошего настроения. Всем пока.